Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать методику выкройки самой легкой платья крестьянка. Желанием наших подписчиц решила вам показать это в уменьшенном размере, как должно выглядеть само полотнище платья. И теперь, смотрите, для этого нам нужно взять мерки. Это обхват груди и обхват бедер. Обхват бедер и длину платья. Длину платья. Это для полотнища. Для рукава нам нужно взять саму длину рукава и ширину рук. Потом покажу, как моделировать, то есть расширять. Смотрим. В нашем случае сейчас нарисую выкройку, типа как для футболки, от линии плеч до линии талии, потому что у меня бумага только на это и хватает. Нам нужно взять полностью нашу линию от плеч до талии. В нашем случае это 38 сантиметров. Напоминаю, это размер на 48. Так, отступаем сантиметр. Ставим точку. И так на 38. Части, где мы поставили точку, это линия талии нашей. Делаем такую вот вспомогательную линию. Вот так вот. Делаем вспомогательную линию. Это линия нашей талии. Определяем линию груди. То есть это визуально делим на 2. Делим на 2 полностью нашу линию. 38 на 2 получается 19 сантиметров. Мы вот так на 19 сантиметров от линии талии кверху идем, ставим нашу точку, проводим нашу линию вспомогательную. И теперь будем отмечать наши линии, то есть обхват бедер, обхват талии. Обхват талии не так уж важен, нам нужен обязательно знать обхват наших бедер, обхват груди и обхват бедер. Итак, смотрим. Мы это делаем для 48 размера, поэтому обхват нашей груди тут 48 сантиметров, значит берем 24. На 24 ставим точку. Можем даже ее вот так вот привести. Это обхват нашей груди. Итак, полуобхват нашей талии 44 сантиметра, значит у нас тут 22 сантиметра. Проводим вот так вот на 22 сантиметра. Но это нам не надо. Я это просто вам говорю, как строить, потому что мы будем чертить ее раскрашением. Вот так вот. Линии наших бедер. Итак, идем вверх. Чертим нашу вспомогательную линию. Определяем нашу горловину. Полуобхват горловины у нас 20 сантиметров. Значит, здесь будет 10 сантиметров. Так как это половинная часть. 10 сантиметров. Плечо. Плечо у нас 9 сантиметров. Ставлю точку, спускаюсь на 1,5 сантиметра и такую вот косую линию провожу. И таким образом оформляю нашу линию плеч. Линию плеч я оформила. Теперь мы берем нашу глубину. Глубина для обычных футболочных, да, она у нас 18, так, где-то 18-17 сантиметров. Возьмем 18. Вот так вот.
проведу такую линию вспомогательную. Это вспомогательная линия, так как здесь буду сейчас чертить нашу горловину. Теперь мы оформляем нашу горловину, то есть округляем ее, оставляя здесь вот пару сантиметров. Такая вот наша горловина получается. Теперь нам нужно нарисовать нашу пройму. То есть делаем вот так вот вспомогательную линию. Вот здесь поднимаем сектристы на 2,5-3 сантиметра. Вот 2,5-3 сантиметра. Такой вот. Провожу такую линию. И теперь саму вот эту вот пройму оформляем. Мы получаем вот такую вот выкройку нашей типа маечки. И теперь нам нужно это все моделировать. Как? Так как я показываю самую легкую методику, я просто буду дальше с ней просто работать. Не надо никаких теперь расчетов. Просто смотрите. Визуально вот так вот определяю, что нам вот здесь вот лишнее. Это нужно срезать. Сейчас вы увидите, почему я это так делаю. Не забываем, здесь у меня их две. То есть это на заднюю и на переднюю. Вырезаем нашу пройму. Только я забыла сказать, что так как это у нас крестьянка, мы здесь углубляемся вот здесь в пройме на 1,5-2 сантиметра. Вот так вот. Только углубляемся. Если вы тоже будете так же пошагово делать, надеюсь, никаких затруднений у вас не будет. Ну, вы выбираете сами. Можете сделать блузочку крестьянку, можно сделать тунику крестьяночку, можно платье. Длину, то есть вы сами определяете. Вот смотрите, мы это взяли, здесь у меня их две. Теперь вот так оно должно выглядеть. Это две у меня сейчас. Одна задняя будет, одна передняя. Смотрите. Теперь я вот эту часть скажу, сколько у меня сантиметров углубления осталось. Осталось у меня сантиметров 8,5. И теперь эти 8,5 сантиметров я должна вот так вот нарисовать. То есть сделаю более так красиво, оформлю. И вот здесь вот спускаю на 1,5 сантиметра, чтобы отметить переднюю часть. Вот так вот. На 1,5 сантиметра. Вырезаю. Передняя наша часть готова. Теперь оформляем заднюю часть.
Заднюю часть мы снижаем только на сантиметров 3-4. Ну, это, конечно, выбираете вы сами глубину. Ну, я вот сделаю 4 сантиметра. Вот на 4 сантиметра ставлю. Вот так вот вырисовываю. Таким образом мы получили выкройку половины переда и половины спинки. Теперь нам нужно выкроить рукав сначала 30, да? Значит, берем по 15. Вот так вот я ее разминаю. Теперь мне нужно это вот так вот подставить вниз. Вот таким вот образом. Я это положила вот так вот. Таким образом. Здесь у нас линия сгиба. Вот положила. И мне нужно провести нашу пройму. Все. Теперь это убираем. Дорисовываем. Теперь нам нужно сделать вот такой вот скос на где-то 2 сантиметра. Вот ставлю нижнюю на 2 сантиметра. И на эту точку делаю такой вот скос рукава. Смотрите, я это сейчас вырежу. Это мы получаем на заднюю часть. Смотрите, так как наша передняя часть на 1,5 сантиметра, она у нас ниже. Смотрите, мы получаем вот такую вот деталь. Надеюсь, хорошо видно. И теперь берем, раскрываем. Ставим ее вот так вот. Определяем нашу точку для передней. Так вот. И теперь нам нужно это вот так вот снизить. И вырезать. Таким образом мы получаем это к переду. Вот смотрите. Это к переду, так как здесь у нас занижено на 1,5 сантиметра. Это к спинке. Вырезается именно вот таким образом. То есть накладываете на ткань и вырезаете. Это только начало. Здесь нам нужно моделировать на нашу сборку, на наше расклешение. Так что смотрите дальше, что я буду делать. Смотрите,
Так как это у нас без всяких сборок, без дополнительных наших свобод облегания, нам нужно ее как-то расширить. Итак, смотрим. Просто визуально можете делить вот эту вот часть, где у нас пройма, вообще не трогаем. Я даже вот так вот начерчу. К этой части мы вообще не трогаем. А вот верхнюю часть нам нужно разрезать. Смотрите. Наша верхняя часть, если мы хотим, чтобы сборка была такая вот крутая, а вот снизу обычно приталенная, то мы раздвигаем только верхнюю часть вот так вот на определенные вами сантиметры, которые вы хотите. Но если же мы хотим, чтобы было платье как платье, то есть расклешенное, свободного кроя, то мы ее вот так вот придергиваем. Я беру спинку, потому что нам и так уж понятно. И спинку, и перед мы делаем одинаково. Смотрите. Вот таким образом мы расширяем наше полотнище. То есть после того, как мы эту выкройку создали, разделили, вот здесь у нас линия сгиба, мы берем нашу ткань с линии сгиба, ставим вот эту вот нашу часть, даже подпишу, что это сгиб, ставим. Расширение делаем одинаковые на то, сколько вы хотите, от 2 до 4-6 сантиметров каждая раздвижка, то есть 2 сантиметра, 2 сантиметра и 2 сантиметра. После того, как мы это все подставили, мы должны вот так вот, именно вот так вот и вырезать. То есть мы вот это вот игнорируем. И дальше вот проводим прямо. Длину, как я сказала, выбираете сами. На этом самом полотнище у нас готово. Теперь будем также моделировать наш рукав. То есть тоже мы вот так вот делим. Вот здесь тоже не трогаем нашу линию. Я это убираю, потому что с этим все уже понятно. Смотрите, если мы хотим, чтобы наш рукав был сборка только сверху, а снизу просто без сборок, то мы расширяем только сверху. То есть вот так вот раздвигаем на тот сантиметр, который вы хотите, чтобы у вас была свободка и сборка. Но если мы хотим сделать на резиночке, на кулиске, то мы вот так вот полностью разрываем. И вот таким вот образом подставляем и вырезаем. Друзья, вот так вот выглядит наша выкройка платья крестьянки. В следующем ролике покажу, как выкройку разложить на ткань и выкраивать. Так что не пропускаем. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.